Вихрем промчалась по всем городам и селам Абхазии Отечественная война 92-93 годов, коверкая и уродуя судьбы людские. Кого-то зацепив лишь краем, а кого-то сразив под корень. Когда-то в этом проулке Замостянского края в городе Гудаута кипела жизнь. Сейчас здесь непривычно тихо, а люди собрались, чтобы помянуть родного и близкого героя Абхазии Мераба Кови. Этот дом стал наполняться фотографиями в траурной рамке, в частности, вот эта комната, брат, отец. Все связано, в принципе, с войной и через войну. В этой комнате ничего не изменилось за последние, 15, да, уже лет. Вот все как было. Служил на морфлоте, привез вот этот румпель, он так и висит. Любил песни, любил красивых женщин, любил кассеты. Магнитофоны устарели, выбросили, комнату выбросить не удалось, мебель тоже, наверное, устарела. Любил парфюм, остатки до сих пор стоят, фотографии его. Единственная ценность в этом доме, мы ничего не закрываем, как ни странно, в Гудауте все запирается, у нас все открыто, никто ничего не тронул. У людей остались автоматы, вещи, мы еле могилу нашли. Вот его фляжка, вот она случайно сохранилась. Вот это, наверное, самая дорогая вещь в этом доме. И орден, который правительство, с него звезда героя, да, которое правительство как бы решило его наградить посмертно. Вот тут его фотографии, все, что от него, в принципе, осталось. Даже постель, наверное, та же самая лежит. В общем, все как при нем, его руками сделано, и в негодность, наверное, приходит соответственно. Менять и трогать не приходится. Мать сюда подниматься уже не может. Вот так приходят ребята, друзья, двери открыты, вот здесь курят, кладут сигареты в разные памятные дни и уходят. То есть никто не спрашивает и не говорит, я там был и был. Кто-то для себя, для своей души. В семье Доры Кови и Тамары Авицба Мераб был единственным сыном, продолжателем рода. Старшая сестра Марина была и другом, и советчиком. В 1982 году Мераб закончил Гудаутскую абхазскую школу номер 1. После ее окончания стал работать в курорторге и чуть позже за практичность и смекалку назначен заведующим складом. В 1989 году он участвует в июльских событиях. Отец стоит впереди него, потому что знает о неопытности сына. Когда началась война, я даже еще не успела услышать, но я его всегда к обеду ждала домой. Он не пришел. И я сразу позвонила и говорю, где он, где? Война, говорит, началась. И он прямо оттуда с работы прямо уехал на Красный мост. И только уже, по-моему, к вечеру он вернулся. Это был истинный патриот своей родины. И настоящий патриот. Он не бил себя в грудь, не кричал о любви к родине. Он делал то, что нужно было делать. Совершал ежедневный ратный подвиг. Это самый опасный оборонительный участок фронта был. Во-первых, закопаться негде. Скальная порода. И блиндажи, которые мы строили, просто для близиру были. А порой сперва мы строили и начинали камни, складывали. А камни, как известно, дополнительный поражающий элемент, когда в него попадает снаряд или что. Мы не знали даже, как окопаться. Мы вообще не умели воевать. Но учились по ходу войны, а потом уже учили других, которые приходили к нам к выполнению. И вот среди 325 человек, можно сказать, выделялись, конечно, не все, а десяток, можно сказать, несколько всего десятков, которые без страха могли выйти в тыл врага, ложить мины или на ракадных дорогах противника, минировать подступы к нашим оборонительным сооружениям. Это могли делать такие люди, только как Мераб Кови. Человек 5 со мной или 6 с автоматами сидели прямо на дороге. Мераб, бедный, без автомата был. Тоже сидим, разговариваем. Устали чуть-чуть, спотели, устали. Мы сидим, а
Ребята, которые приехали, значит, таскают бревна. Там бревна таскают, чтобы блиндажи делать. И в это время на нашей позиции раздается мощный взрыв. Один взрыв, второй взрыв. А это момент перемирия, когда никто не ждет, что боя не будет. И так случайно получилось, что у нас у 5-6 человек с собой были автоматы. И мы резко залегли, там вот вдоль дороги идут парапеты вот эти высокие. Залегли за парапет и открыли огонь. И в это время, поднимая голову, только заметил, как Мераб пролетел. Не то, что пробежал. Под огнем, вот по всей позиции. У нас вот первая позиция, когда вот видно, там дорога идет. И она идет как-то сверху вот так вот. И все снизу просвечивается. За считанное мгновение он пробегает весь вот этот участок, до своего блиндажа добегает, берет свой пулемет и открывает ответный огонь. И благодаря этому, что он начал стрелять, у них пулемет замолчал. Мы отсюда успели тоже отстреляться и отойти. Вот этот его поступок спас очень многих людей. Они уезжали туда. Там они были по 10 дней, что-то вот так вот. Приезжал, и я, когда начинала его спрашивать, ну как там, что-то, там, говорит, санатория. Он мне никогда ничего не говорил. Я не имела представления о том, как он там. Когда он мне сказал: мама, дай мне одеяло. Я говорю: зачем тебе? Ты же говорил, что у вас там тепло. А у них в шалашике над Гумесинским мостом, мне потом показывали, я ездила уже вот после этого, и мне показали, в каком шалашике они все были, одеяло ему дала. Когда он уезжает, я ему всегда в сумку что-нибудь соберу, дам. Мама, не надо, не надо. Умцан сәрге, саса гылыр, агида гылыр, наси и цодный он. Только как начали выходить на кемпинг, у нас снизу еще 2 бригады перешли речку по воде. С нами были кабардинцы, ребята, вот Гена, Карданов, они, короче, с нами тоже эти ребята были. И вот мы сверху, когда на трассе находились, хотя мы не были обнаружены еще, мы заметили, как они перешли речку, значит, и подошли к кемпингу со стороны реки. И там вот идет такая насыпь, дамба. Они вот за эту дамбу встали, и так получалось, что прямо с кемпинга они были недосягаемы. Вот пуля, скажем, не брала там единственный. И они открыли огонь. Когда грузины их увидели, они что, они увидели, напрямую не возьмешь, они начали их обходить. Поднимаю глаза и смотрю, ползет Мераб. Я сам вот по себе хочу кричать. Оказывается, у меня громкость, чтобы кричать. Назад, назад, а он дурак, говорит на меня. Неужели думаешь, я тебя брошу? Его голос уже четко слышал, и он подполз ко мне. Подполз ко мне, значит, я лежу. Я ему одно и то же говорю: Мераб, уходи, вдвоем нам не уйти, Мераб, уходи. Он начал плакать: ты что говоришь, как я тебя одного оставлю, вообще как я вернусь домой, если ты здесь останешься, говорю. И в это время уже вплотную, там метров 15 осталось от танка, который подходил к нам. Я ему уже говорить не могу, вот так вот еле-еле бормочу и пальцем показываю: в рюкзаке граната, граната показываю ему. А он без оружия вообще приполз налегке, чтобы взять меня и уползти. У него только одна эта цель была. Он сюда уже не пришел, там, чтобы отстреливаться, и знал, во-первых, что со мной оружие есть. Он достал мою гранату и выждал, когда танк подошел вообще вплотную. Между нами было метров 6-7 вообще, вот разделяла ширина трала. И он выполз из-за трала, короче, кинул гранату, и танк подбил. Да, вот это то, что он танк подбил, танк заглох. Он меня положил на мой же бушлат и поволок. Ну, там расстояние было тоже прилично, метров 150-200. Вот это все расстояние, он шел, полз со мной под обстрелом. Я тоже что мог говорить? Оставь, брось. Больше я ничем не мог ему помочь. Даже оттолкнуться от земли у меня не действовали ни ноги и руки. Вот он кое-как, с трудом, я видел, как он это все делает. Дополз до наших ребят. Я боялась за сына. Теперь он приехал ночью. Приехал и сразу говорит: Батала убили, Лепика чуть не убили.
Я чуть с ума не сошла. Ну, тут, а он мокрый пришел, весь мокрый, холод, зима, январь. И тут девочки, значит, наши, вот Майя, Цвейба, Гунда, Цвейба, Завизба, все они собрались и стали его около печки растирать водкой, чтобы вот этот холод с него вышел. Оно не выходило, он дрожал. Потом я говорю, ну, Мирабик, я тебе постелила в твоей комнате, иди наверх спать. Мама, как ты могла так сказать? И я говорю, почему ты не идешь наверх? Он говорит, Батал лежит в снегу, говорит, на улице. Как, говорит, я пойду в теплую постель? Он был рожден для поступков, честно сказать. Я не хочу высоким штилем говорить, но это такой человек был. Он всех любил, он готов был всем отдать себя без остатка. Друзья, это не пустой звук был. Другу нужно было отдать свою жизнь, он мог бы отдать. И таких, конечно, подразделений был не только он, но он наиболее яркая личность в этом подразделении. Родину защищать пошла практически вся улица. Вместе с Мирабом воевал его сосед Руслан Цвейба, отец 3 детей. Он погиб в мартовском наступлении. Они договорились не идти в одно место, чтобы один не погибал из-за другого, разделились. Так мы своего хоть нашли через 8 месяцев, а того до сих пор и не нашли. Вот сегодня, если вот поставить задачу, чтобы об этих ребятах сказать что-то, кто-то мог бы рассказать вообще, было ли что-то, а был ли мальчик, говорить практически некому. Потому что на 4 дома, 4 трупа, практически в один день 3. Вот я говорю, армянин, азербайджане, слава богу, у нас Андрейка живой. Единственный мужчина, значит, зрелый на этой улице. Есть пожилой один, есть еще не женатый. Вот и все. Вся улица практически погибла. Это вообще, конечно, жуткая история. Причем она для Абхазии не раскрытая. Вот шел один, другой, может быть, бы и не пошел. Были места, которые очень поздно подсоединились в войне. Здесь же Аджи и Шепхачны ушли улицы, и улицы погибали. Правильно это, неправильно, это уже вопрос стратеговой тактики. Уходят они, Исмет подогнал машину, и он говорит, мне нравилась одна девушка. И все время мы об этом говорили, и он, значит, в шутку говорит, сар год. Это он мне сказал. Потом они пошли. Я всегда, когда они уходили на позицию, до конца улицы доходила, смотрела им вслед. Он никогда не оглядывался. Так они уходили. Когда он уходил, он сказал, мама, я вернусь. С боями прошли, значит, они прошли, значит, вот кемпинг, прошли дальше, ушли в направлении города Сухуми. Ну, на каком-то отрезке времени, уже не доходя до окраин города Сухуми, они были остановлены, были атакованы. Но наступление, честно говоря, провалилось. Было, скажем прямо так, неудачное. И у него тяжело ранили его соседа, друга Ефрема Эксузян. Вот этого молодого человека, своего друга, соседа, брата по оружию, он нес почти 2 километра, сам будучи тяжело раненым. Есть такое местечко налево, на грузинской стороне было это местечко, называется 8-й полк, где базировалось подразделение внутренних войск МВД еще Советского Союза. Он донес его до этого места. И уже здесь они оба были расстреляны. В этом тоже его героический поступок. Я снова как бы повторяю и говорю, что это не пустой звук был. Это подвиг, настоящий подвиг. Спасая друга, сам погиб.
Мераб не вернулся из Эшера в те холодные мартовские дни. Семья долго не могла поверить в его смерть, все надеясь на чудо. Через 8 месяцев тело его было обнаружено в общей яме позади республиканской больницы. Похоронили его в селе Абгархук. Он ушел, не вернулся. Но я, вот пока его сюда не привезли уже из этой ямы, я не верила. Я все считала, что он, наверное, куда-то в плен попал или еще что-то. Мерабик таха лома. Я так предполагала. А молодец, и они дерщит, их целаги, сон, их целаги. У меня сейчас даже слез нет. У меня глаза всегда сухие. Такой героической оказалась судьба этого обычного абхазского парня. Правительство наградило Мераба Кови посмертно орденом Леона. Ему присвоено звание Героя Абхазии. Его именем названа улица в городе Гудаута. Но когда мы к ней приходим с сочувствием и говорим «Михайловна» и прочее, она говорит от своего имени, от имени всех матерей Абхазии. Знаешь ведь, Володя, гибель сыновей на поле брани – это такая же потеря для отчизны. Если из года исчезла весна. Весны, говорит, она меня не будет. Погиб мой любимый, единственный сын Мераб Кови. Мой сын говорит, мне весны не будет, но слава Богу, что пришла победа. Вам надо удержать эту победу. Вот так она, потерявшая единственного сына, всегда говорит нам. Говорит, конечно, не от своего имени, а от имени матерей. И в преддверии праздника, большого нашего дня, праздника, великого праздника, мне сдается, что мы чуть-чуть недооцениваем значимость нашей великой победы. Одержать большую победу, остаться созерцателем этой победы, упиваться этого нет. Я считаю, что нам нужно ежедневно, ежечасно, ежеминутно одерживать новые победы, большие или маленькие, как приложение той большой победе, ради которой отдал свою молодую жизнь Мераб Кови. За прошедшие 15 лет выросли любимые племянники Мераба. Подросший Саид, студент Российского торгово-экономического университета, стал очень похож на своего дядю, и не только внешне. В августе 2007 года он принял участие в молодежной акции «Дорогой памяти к свободе и независимости». Я поддержал эту идею, то, что молодежь должна быть едина, то, что мы не забыли никого, то, что все то, что они сделали, не пошло коту под хвост. Все ценится, все прекрасно понимается. Я был с ними, и в любой дальнейшей, если что-то будет, и если что-то намечается, я всегда с ними, я всегда со своими братьями, друзьями, сестрами. Я буду с ними, я есть.